Добрый вечер! Прошло 2 недели с начала проекта реалити-шоу «Топ-модель» по-удмуртски. За это время наши участницы побывали на нескольких мастер-классах по макияжу, стилю, фотопозированию, дефиле, занимались в спортклубе и участвовали в профессиональной фотосъемке. И вот, настал момент первого серьезного отбора. Напомню, что в проект попали 33 девушки из разных городов Удмуртии. И сегодня проект покинут 11 из них. Это очень волнительный и грустный момент для участниц, но именно он позволит им двигаться дальше с большим пониманием своих возможностей, ошибок и реальных целей. Первый выход участниц должен показать их яркий индивидуальный образ, который они продумывали сами, подбирая стилевые решения и манеру подачи. Главная задача девушек – это выделиться и запомниться жюри. I gotta find myself, gonna find it now. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man. I gotta find myself, gonna find it now. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man. When I come to town for the last time, put up in a fast car for the first time. I come to say goodbye. Следующий мой выход будет образ в красном. Я хочу зацепить жюри своим ярким, притязательным образом. Он будет выделяться между другими девочками. У меня будут высокие каблуки. Я считаю, что жюри это понравится, потому что это настоящая я. Нужно одеться так, чтобы это было необычно. Возможно, что так вы не выйдете в обыденные дни на улицу, да, или куда-либо. Pull up in a fast car for the first time. I'm gonna say goodbye. You didn't see me cry. I got a million on my soul. Мой образ состоит из многослойности, а именно водолазская рубашка и пальто. И он такой деловой в одной цветовой гамме. Просто хотела выглядеть необычно, показать свою индивидуальность, как-то запомниться жюри. Я не готовилась к образам, потому что мой образ уже составлен. То есть я в этом хожу каждый день. Да. То есть ты вот в этом же платье будешь? Да. И чем ты хочешь покорить жюри? Как обычно, с собой. С тобой? Да. С тобой настоящий? Да. Be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man.
They wanna take me. Это был спонтанный образ. Мы сидели с мамой, разбирали мой шкаф. Я говорю: мам, смотри, у меня есть желтые колготки. И мама такая: Азиля, а у меня в шкафу есть зеленое платье. Может быть, это все сочтем? И, в общем-то, вот что получилось. For the last time, pull up in a fast car for the first time. I'm gonna say goodbye. You didn't see me cry. I got a million on my soul. You better knock me. Образ у меня довольно интересный. Я постаралась сделать максимально так, чтобы на меня обратили внимание. Возможно, даже где-то будет экстравагантный. Но и плюс моя индивидуальность — это моя длина волос, поэтому она у меня в образе Шикарно. тоже будет играть. Leave me alone. I gotta be your man. I gotta be your man. Яркая, дерзкая, активная. Веду активный образ жизни. Ага. И ты это внутреннее ты показываешь сегодня или просто тебе нравится образ? А нет, это именно то, что у меня внутри. Мне кажется, что моя фишка — это вот такая простота образа, но при этом я чувствую себя комфортно. Давайте ближе познакомимся со всеми нашими участницами. Девушки сами расскажут о себе в следующем выходе. Всем здравствуйте! Вы, наверное, все запомнили мой образ. Он говорит о том, что пока для вас я инкогнито, и вы меня узнаете только спустя время. Да, я занимаюсь Инстаграмом, и я веду свой блог, но это вам ни о чем не говорит. Это нельзя выразить словами, это можно только показать. Как ты считаешь, вот почему жюри должен именно тебя взять? Ты? Поставить, да, вот как раз поставить. Потому что я сделаю красивый финал. Ага, интрига такая. Добрый день, меня зовут Зельда, мне 18 лет, и я из города Воткинска, мой рост 1,78 м. Я увлекаюсь дефиле, хожу более 5 лет в театр моды «Золушка». А ты можешь сделать какую-то вот одну позу, по которой все жюри сразу скажут: топ-модель по-удмуртски? Представляешь, вот у всех фотоаппарат, приготовили тебя фотографировать и... Импровизация. Слушай, ну давай, коротко, ты топ-модель по-удмуртски, потому что... Я топ-модель по-удмуртски, потому что... Так надо. Здравствуйте, меня зовут Щеплина Ярослава, мне 16 лет, я учусь в 10 классе. Ага, это твой первый выход или ты вот уже такая прожженная, как предыдущие Нет, это участницы? мой первый выход в таком масштабном конкурсе, и я этому очень рада. Говорят, что у модели самое главное, помимо технических моментов по походке, это взгляд. Вот покажи сейчас тот самый взгляд, который должен быть присущ любой модели. Давай, 1, 2, 3. Расскажи, что за это был взгляд? Тигрицы, львицы? Улыбка, глаза, и который у меня не получается. И пусть вот этот взгляд, он с каждым твоим выходом будет еще увереннее, ярче и притягательнее. Спасибо. Спасибо вам большое, надеюсь, мы еще с вами встретимся. Здравствуйте, меня зовут Алена, я из города Воткинска. Мне 21 год. Я молодая мама, моей малышке 8 месяцев. Почему я пришла на данный проект? В первую очередь, к своей маленькой доченьке я хочу быть красивым примером. Но и также это мечта моего детства. А данный проект открывает двери к модельного бизнеса, но и работаю с крупнейшими модельными агентствами. Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Анастасия, мне 18 лет, я из города Ижевск. И всю жизнь я танцую на сцене, выступаю. В данный момент я обучаюсь на театральном творчестве в Удмуртском республиканском колледже культуры. Я люблю все, что связано со сценой, я люблю зрителей и люблю получать от них эмоции. Ты топ-модель по-удмуртски, потому что... Потому что я уверена в себе, и я считаю, что я этого заслуживаю. Все. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, мне 18 лет. Сейчас я учусь в городе Ижевске. Я пришла на проект, чтобы кинуть себе вызов, испытать себя и вообще попробовать что-то такое. Если честно, у меня не было прям такой цели попасть, победить. Я пришла просто, чтобы попробовать. Но по прошествии этого времени, пока я вот здесь уже нахожусь, у меня каждый раз появляется какая-то новый огонек. Я прихожу, мне хочется дальше, потом что-то делать, мне заряжает это на всю неделю заряжает. И... Ну, это почему такой образ? Все уже спрашивают, обращают на тебя внимание, слушай, ну почему такой образ? У меня аллопеция, я уже говорила, у меня аллопеция, это когда нет волос, ничего страшного. Для меня до этого было страшно. Вот, я себя, можно сказать, именно заставила это сделать, чтобы побороть свои страхи. Здорово, когда люди вообще выходят из зоны комфорта, да, и достигают вершин. Мы тебе искренне желаем удачи. Спасибо большое. Молодец. Привет, меня зовут Диана, мне 21. Мой рост 168, но, возможно, он еще немножко больше, потому что я давно не тренировалась. Я занимаюсь преподаванием растяжки и танцев. Для чего ты здесь? Я здесь для того, чтобы выйти на новый уровень, выйти из своей зоны комфорта и не просто прикоснуться к модельной индустрии, а стать частью модельной индустрии. Это мечта моего детства. Здравствуйте, меня зовут Потемкина Елена, мне 24 года. В детстве у меня было 3 цели, такие мечты, цели. Вторая – это быть дизайнером одежды и учиться в Санкт-Петербурге. Я 6 лет училась в Санкт-Петербурге, работала. Вторая мечта – это поработать в ДЛТ. Собственно, я это сделала. Я там работала. И первая мечта детства, наверное, самая первая моя мечта – это быть моделью. И я вот в Удмуртию приехала повидаться с родителями, и так получилось, что не по своей воле я здесь задержалась уже больше, чем на полгода. И я думаю, что я не зря на этом конкурсе. И, в общем, я вижу цель, иду к ней. Здорово. Здравствуйте, меня зовут Арина, мне 21 год, мой рост 176 сантиметров. В свободное время я люблю заниматься обработкой фотографий, монтажом различных видео. К сожалению, это мое единственное хобби. С самого детства я очень люблю фотографироваться и представлять себя моделью. Надеюсь, благодаря этому проекту я смогу не просто представлять себя моделью, но и стать ею. Здравствуйте, меня зовут Софья. Я из города Воткинска, мне 14 лет. В модельной школе я занимаюсь уже на протяжении года. Также я занималась в художественной школе 5 лет, но мне как-то показалось то, что эта сфера точно не моя. Я занималась танцами, и то же самое, мне просто пришлось их сменить. Но вот в этой сфере я себя чувствую максимально комфортно. У меня нет в ней запинок, я просто наслаждаюсь процессом съемок. Это очень весело и прекрасно. Всем привет, меня зовут Алена, мне 22 года и я из Ижевска. Мой рост 176 сантиметров. Я пришла на проект, чтобы показать себя, получить новые знания и опыт. Я окончила модельную школу, и как для модели мне важно дальнейшее продвижение, поэтому я... Скажи, ты волнуешься? Да, я немного волнуюсь и забыла свою речь. Ничего страшного, такого бывает, это волнение, ты же настоящая, не робот, правильно? Да. Хорошо, ну давай так, уже просто топ-модель по-удмуртски, потому что я... Красивая!
Мой рост составляет 182 сантиметра. Я занимаюсь в MG Model и нашла в этом то, что давно искала, где я могу развиться как успешной и уверенной в себе девушкой. Я начала видеть себя с разных сторон и решила, что это мое. Поэтому я пришла именно в этот проект, чтобы добиться новых высот, получить новый опыт и проявить себя. Скажи, а ты любишь танцевать? Ну, да, бывает. Слушай, по настроению или что, я не знаю, дома танцуешь? Потому что просто я вижу, немножко скучновато стало. Добавьте музыку погромче, модель хочет потанцевать. Давайте поднимем все настроение. Давай, раскрепостись. Все настроение подняла. Спасибо, Олега. Меня зовут Настя, я из Ижевска. Мне 14 лет. С самого детства я занималась двумя видами спорта, но в итоге я решила посвятить себе в танцы. Народные, классические, эстрадные. Здравствуйте, меня зовут Каданцева Настя, мне 15 лет, и я из города Воткинска. Мой рост 167 сантиметров. Вы знаете, раньше я очень любила устраивать дома показ мод. Я открывала мамин шкаф, доставала шляпы, шапки, шарфы и демонстрировала, создавала на себе образы, а потом включала музыку, звала всю свою семью и ходила, дефилировала, мне аплодировали, я была абсолютно счастливым человеком. Я пробовала все в разных сферах. Я ходила на танцы, пробовала бальные, современные, классические на пуантах, народные. Также я закончила музыкальную школу с двумя дипломами, хореографическая и музыкальная. Музыкальная по классу саксофон. Ага, ну ты танцуешь? Да. А вальс умеешь? Я могу народный. А вальс не входит? Нет. Ага, ну сможешь импровизировать? Вальс? Народное что-то? Народное. Да, конечно, можно. Друзья, только для вас, только на реалити-шоу «Топ-модель по-удмуртски». Народный танец от модели. Наши модели могут все. Здравствуйте, меня зовут Миронова Наталья, мне 17 лет, я из города Воткинска. Мой рост 1,68 м. Раньше я занималась в музыкальной школе, окончила музыкальную школу по классу Домры. Модельный бизнес, модельную школу, лучше сказать, я пришла совсем недавно, и это было очень неожиданно. У тебя выход впервые. На большую сцену, на таком проекте, да, но с коллективом мы также ездили на различные конкурсы. Что сделаешь, если не пройдешь дальше? Не пройду дальше, я буду заниматься, совершенствовать свои качества и буду пробовать снова и снова. Самое главное, никогда не опускать руки, а во всем находить плюсы и получать опыт. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Валерия, мне 18 лет, я из города Ижевск, и мой рост 1,70 м. Я приготовила для вас топ-10 интересных фактов обо мне. Начнем. Первое. Я обожаю яркие образы, как в одежде, так и в макияже. Второе. Я обожаю краситься. Третье. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано и, до конца 11 класса пела в школьном хоре. Четвертое. Я уже как 3 года ношу брекеты, и честно, они меня задолбали. Пятое. Сейчас я являюсь студенткой первого курса УДГУ по направлению клиническая психология. Шестое. Я обожаю людей, поэтому я пошла на психологию. Седьмое. По гороскопу я Овен. Очень упрямый знак. Но зато могу отметить, что я очень целеустремленная, всегда стою на своем, и меня сложно переубедить. Восьмое. Я нереальный экстраверт. Я не могу сидеть долго на одном месте, мне всегда хочется испытывать что-то новое.
10-е. Девиз, который я чаще всего повторяю, когда сомневаюсь в чем-то. Никогда не бойся быть самой собой. Ведь такая, как ты, всего одна в этом мире. И напоследок хотелось бы сказать, зачем я пришла в этот проект. Я хочу получить новый опыт и новые эмоции. Я уже познакомилась с огромным количеством профессионалов, начиная от наших участниц, заканчивая нашими замечательными преподавателями. Смотря на вас, я понимаю, что мне еще есть куда развиваться и что... И также хотелось бы отметить, что я чувствую себя уверенно в этом проекте, и мне кажется, что я достойна дойти до финала. А там уже как пойдет, потому что каждая из наших участниц очень красивая и талантливая. Спасибо. Всем привет! Меня зовут Катя, мне 18 лет, я из города Ижевска. На данный момент я учусь в институте, занимаюсь спортом. В прошлом я занималась профессионально синхронным плаванием, проходила обучение в MD Model Management. С детства мечтала стать моделью. От проекта я уже получила огромнейший опыт знакомства с вами, с наставниками, с интересными участницами. И надеюсь, что проект поможет мне дальше развиваться в моем бизнесе. Здорово. Расскажи, пожалуйста, в институте какая специализация у тебя? Менеджмент. Менеджмент? Руководитель. Ты руководитель. Слушай, любой руководитель должен хорошо знать историю. Ты можешь вспомнить, кто крестил Русь? Ясно, солнышко. Владимир, да? 988 год. Рассказывай тоже. Хорошо, слушай. У нас вопрос, кто по гороскопу? Кто по гороскопу, теперь это интересует всех. Теперь каждый выходит и говорит. Рак. О! Сестра! Свистите! Добрый день, меня зовут Ирина, мне 18 лет, я из города Воткинск. Мой рост 1,70 м, но я планирую еще вырасти. Я пытаюсь это сделать. Занимаюсь и как-то вытягиваю, чтобы стать еще выше. Я понимаю, что это необходимо для модельного бизнеса. Также, знаете, у меня такая была мечта в детстве — стать моделью. Вы знаете, вот так вот смотришь журнал и думаешь, наверное, не получится. А потом думаешь, а почему нет? Почему не получится? И сейчас я понимаю, что это уже не такая какая-то детская моя мечта, а это уже моя цель — стать успешной в сфере моделинга. И я надеюсь, что данный проект поможет мне реализовать уже не мою мечту, а мою цель. Спасибо за внимание. Добрый день, меня зовут Валерия, мне 19 лет. От проекта я жду победы, интересного опыта, знакомства с новыми людьми. Почему я должна победить? Потому что я интересная, разносторонняя личность. Я занималась танцами, закончила музыкальную школу, была 2 раза на контракте в Стамбуле, на модельном контракте. Участвовала в конкурсе «Королева Ижевск», заняла титул вице-королевы. В будущем хочу поучаствовать в «Мисс России». Хорошо, как научиться походке? Можешь представь, что я сейчас модель. Вот как научить ходить? Давай попробуем. Вот. Немножко плечи назад, потом голову назад. Давай. Вот так. Нет! Живот не надо. Живот себя вам спину, пошла теперь. Раз. По одной линии. По одной линии. Вы сегодня были ленивы. Ольга, спасибо за совет. И... Раз, 2, 3, 4. Давай последний раз. И идем. Взгляд, да, еще главное? По одной линии. И... У меня есть шансы? Я думаю, что нет. Вы сама слабо звено прощения. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, мне 16 лет, мой рост 177 сантиметров. Я хорошо, свободно говорю на английском языке. 1,5 года назад я ездила в Австралию, училась там в языковой школе.
была единственной русской. Там были ребята со всех стран мира. Вот, я была самой младшей, и мой уровень тогда был intermediate. Вот. Также я занимаюсь кондитерским искусством, делаю десерты на заказ. Совсем недавно я начала заниматься шоколадными букетами, поэтому если кому-то из вас нужен десерт или необычный подарок, вы знаете, к кому обращаться. Слушай, ну скажи, пожалуйста, по-английски, что ты думаешь о своих конкурентках? I think that all girls are very beautiful and gorgeous. Вы поняли? Да, лучше не связываться. Здравствуйте всем, меня зовут Татьяна, я живу в городе Ижевске, мне 24 года. Я увлекаюсь психологией, я мама, я женщина, увлекаюсь творчеством и люблю людей. Слушай, а если бы ты участвовала там, на «Минуте славы», что бы ты делала? Вот представляешь, тебе сказали, тебе дадут миллион, тебе нужно вот всех зажечь, чтобы тебе лучше всего бы получилось. Ну, у меня все хорошо получается, поэтому я растерялась. Здравствуйте. Когда мне было 7 лет, наш класс привели на урок бальных танцев. После занятия преподаватель спросил, кто будет заниматься профессионально. И руку подняли 15 человек. Сейчас я учусь в 11 классе, и я единственная, кто продолжила развиваться в этом направлении. Меня зовут Аня, мой рост 171 сантиметр, я из Ижевска. Я считаю, что человек должен быть разносторонним и развиваться в разных направлениях. И уже в старших классах я увлеклась фитнесом и закончила курсы визажиста. Правда, пока у меня один клиент – это моя мама. Слушай, ну ты так вкусно рассказала, как ты занимаешься танцами, мы просто не можем отпустить тебя без пару секунд. Сколько страсти, сколько огня, все для вас! Всем привет! Меня зовут Рада, мне 15 лет, я из города Воткинска. Мой рост 171 сантиметр. Я решила, что я хочу стать актрисой. И до сих пор эта мысль не покидает мою голову, я уверена в этом на 100%. И я живу этим делом. Скажи, а какой актрисой хотела бы быть? Драматической, комедийной? Все и сразу. Роль-то разную нужно пробовать. Да. Ну попробуй сейчас в роли актрисы, расскажи какой-нибудь стих очень эмоциональный. Очень прям. Вы уверены? Вы уверены? Точно? Можно я басню тогда расскажу? В день именин, а может быть рождения, был заяц приглашен к ежу на угощение. В кругу друзей за шумной беседой вино лилось рекой. Сосед поил соседа. И заяц наш как сел, так с места не сходя настолько окосел, что еле отвалившись от стола сказал: «Пошли домой». «Да ты найдешь ли дом?» — спросил радушный еж. «Пойди, как ты хорош, уж лучше лег бы спать, пока не протрезвился. В лесу один ты пропадешь. Все говорят, что лев в округе объявился». Что зайца убеждать? Зайчишка захмелел. А что и лев кричит? Еле его боятся, как бы сам его не съел. А ну подайте его сюда, пора с ним рассчитаться. Да я 7 шкур с него спущу и голым в Африку пущу. Шатаясь меж стволов, как меж столов, идет косой, шумит по лесу темной ночи. Видали мы зверей почище львов, от них-то и летели клочья. Тут проснулся лев, услышав пьяный крик. Наш заяц в этот миг сквозь чащу прибирался. Лев цап его за воротник. Так вот, кто в лапы мне попался. Так это ты шумел, болван? Постой, да ты, я вижу, пьян? Какой ты дряни нализался. Тут
Весь хмель из головы у зайца вышел вон. Стал от беды искать спасенье он. Это я, да вы, да мы. Позвольте объясниться, я был в гостях. Там лишнего хватило. Но все за вас, за ваших львят, за ваши лица. Ну, как тут было не напиться. Лев, когти подобрав, отпустил Корсова. Спасен был хвостунишка наш. Лев пьяных не любил, сам в рот не брал хмельного, но ой, как любил подхалимаш. Слушайте, я уже вижу эти заголовки, топ-модель по отборке смотреть до конца. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Бахрева Алина, мне 15 лет, мой рост 165 сантиметров, я из города Воткинска. Я занимаюсь достаточно долгое время танцами, посещаю театральную студию, хожу в модельную школу, и на самом деле вот, на сцене я уже как 8 лет, но каждый раз, когда выхожу, все как в первый раз, и очень волнуюсь. И ты топ-модель по Удмуртски, потому что... Потому что я самая лучшая, у меня все получится. Все, главное верить в себе. Здравствуйте, меня зовут Адиля, мне 15 лет, и я из города Ижевск, мой рост 170. Моделингом я занимаюсь уже 4 года, и мне это очень нравится. Показы, конкурсы, различные съемки, все это доставляет мне огромное удовольствие. Также уже 7 лет я изучаю английский язык и могу свободно разговаривать на татарском языке, потому что я по национальности я татарка. Что касается моих сильных качеств, то я ответственная, надежная, целеустремленная. Я борец за справедливость и честность. Мое имя означает честная, верная и справедливая. Также я люблю доводить до конца свои все начатые дела. Меня зовут Алина, я из Ижевска, мне 23 года, мой рост 170 сантиметров. Хочу рассказать о своих достижениях. Первое, я окончила школу искусств с красным дипломом. Второе, я доучилась до 11 класса и пошла получать высшее образование, которое успешно получила. А еще я получила права. То есть, можно сказать, если я чего-то хочу, то я прямо иду до конца и получаю все, что я хочу. Ты любишь танцевать, я так понял? Да. Умеешь танцевать вальс? Конечно. Подержите микрофоны, пожалуйста, кто-нибудь. Подержите. Давай выпадем. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, мне 19 лет. В детстве занималась творчеством, ходила в театральное отделение, ходила на хореографию, занималась в художественной школе. Также я занималась гандболом какое-то время, но затем я ушла в баскетбол, и уже на протяжении 6 лет я занимаюсь баскетболом. Потому что я очень люблю спорт, люблю творчество, считаю себя каким-то разносторонним человеком. Еще раз привет, меня зовут Лолита, можно просто Лола. И сейчас, внимание, мой рост 166, мне 25 лет. И в первую очередь я хочу доказать вам, а самое главное вам, что абсолютно все ваши желания, они все возможны. Никогда не верьте тем людям, которые вам говорят, что у вас маленький рост, вам нечего делать в модельном бизнесе. Мне так говорили, мой рост совсем не модельный, у меня совсем не модельные параметры и внешность, но тем не менее я попала в модельное агентство. Я творческий человек, я просто помешанная на творчестве, я люблю разный визуал, я люблю интересные фотосессии, люблю интересные образы. Я люблю снимать интересные креативные монтажные видео. Я обожаю общаться с людьми, которые умеют заряжать. Я тоже также отдаю энергию этим людям. Не очень умею танцевать, скажу, значит, о себе минусик, а то все говорят плюсы, а я скажу минус.
Ну и в общем, котеночек, помни, что тебе возможно все. А если я победю в этом проекте, то я прям сейчас, честное слово, готова сесть на чемоданы, потому что это настолько искреннее желание куда-нибудь улететь, покорять мир. В общем, у меня аж пошли мурашки. Это все для вас. Спасибо. Всем огромный привет! Меня зовут Лия. Мне 21 год. Мой рост 1,65 м. Подумала я до вчерашнего дня. Но измерила, оказалось, что 1,68 м. Я раньше занималась вокалом, играла на фортепиано. Я сейчас акробовист, лошмейкер и парикмахер. А в будущем я педагог русского литературы. И скажи банальный вопрос, в чем твоя уникальность? Даже вас просила не задавать мне сложных вопросов. Да, эти из разряда сложные. Тоже из разряда сложных. Ладно, ну давай проще. Топ-модель по Удмуртски, потому что... Я огненная. О. Всем здравствуйте, меня зовут Тарасова Варвара, мне 15 лет, я из города Ижевска, мой рост 169 сантиметров. Но у меня есть два любимых занятия, которые у меня прям лежит душа, это английский и модельная школа. Английским языком я занимаюсь уже почти 2 года, и 3-й год состою в модельной школе, занимаюсь в театре мод. На проект я пришла, чтобы в первую очередь получить новый опыт. Это очень интересный формат для меня. Еще и буду показывать по телевизору. Ты для этого пришла, да? Нет, просто Даже, это я тебе очень открою интересно. тайну, покажут только те, кто пройдет. Здравствуйте, меня зовут Варнакова Елизавета, мне 22 года, мой рост 1,78 м. Раньше я училась в нефтяном классе, и именно поэтому на данный момент я учусь на геолого-нефтегазовой отрасли. И у меня есть научные статьи, я участвую в научных конференциях. И еще недавно я сдала международный экзамен на знание английского языка. Но мне нравится проявлять себя творчески, мне нравится ходить на съемки, мне нравится ходить в модельный макияж, я получаю от этого огромное удовольствие. И именно поэтому я пришла на проект, чтобы заявить о себе как о модели, как в нашей республике, и так и за ее пределами. А в чем ваши сильные стороны? Я думаю, что это моя ответственность, что это моя ответственность. Но, к сожалению, мне не хватает уверенности, и я бы хотела работать над этим именно в пределах проекта. Много девочек, которые такие веселые, бойкие, а мне кажется, что я проникаю именно своей скромностью. Своей скромностью. Вы скромные. Добрый вечер, меня зовут Шаркина Алина, мне 19 лет, я из Ижевска, мой рост 172 сантиметра. Всю свою жизнь я на сцене, я занимаюсь танцами 13 лет, бальными, и, соответственно, хотелось как-то продолжать дарить что-то красивое миру и быть частью чего-то красивого и нести какой-то смысл зрителям и людям. Я с детства хотела быть моделью, в прошлом году начала заниматься, и вот сейчас я пришла на проект, и я верю в то, что я смогу пройти дальше, я смогу как-то доказать другим людям, что я достойна чего-то большего. Спасибо. Какие мои друзья? Чем ты уникальна? Как ты считаешь? Вот жюри сейчас смотрят, хотят услышать, в чем у нее вот фишка, в чем? Я иду против системы. Ага. И это твоя уникальность. Всем привет, меня зовут Лера, мне 19 лет. Мой рост 1,71 сантиметр. На протяжении всей жизни я занималась абсолютно разными вещами. Меня бросало то в музыку, то в точные науки, в программирование. Но никогда это мне не приносило настоящее удовольствие. И я пришла в MD Model. Я прошла кастинг, познакомилась с чудесными людьми, с Мариной, с самим MD Model, и я поняла, что во мне начинает что-то меняться. Я уже не была такой скромной девочкой, как до этого.
Нет, ну слушай, ты сказал, что пришла в модельное агентство и стала не такой скромной, стала раскрепощаться. И мы тебе сейчас с жюри и со всеми зрителями предлагаем немножко раскрепоститься. Добавьте музыку, просто оторвись, выйди из зоны комфорта, раскрепостись, давай! И вот он тот момент, когда жюри нужно подвести итоги. По наибольшему количеству голосов жюри в следующий тур попали сразу 12 участниц. В проекте остаются Зельда Зонт, номер 2. В проекте остается номер 3 Ярослава Щеглина. От зависти или от радости? В проекте топ-модель по Удмуртке остается Шипанова Анастасия, номер 6. В проекте топ-модель по Удмуртке остается Кузнецова Софья, номер 10. В проекте остается Осипенко Алена, 11. В проекте топ-модель по Удмуртке остается Бананова Анастасия, номер 13. В проекте остается Лялина Валерия, номер 16. Меньше голосов. В проекте остается Ложкина Ирина, 18. Чигвинцева Анна, 22. В проекте топ-модель по Удмуртске остается Алексеева Рада, номер 23. Топ-модель по Удмуртске остается Тарасова Варвара, номер 30. И последняя участница, барабанная дробь. Мамаева Валерия, 33. Танцы помогли, понимаешь ли? Осталось 21 девушка. Из них жюри должны выбрать 10. Каждый член жюри называет имена тех девушек, которых хотел бы оставить в проекте. Так, я свою восьмерку выбираю и объясню коротко почему. Мне очень хочется видеть в проекте Алину Шаркину. Не по очереди буду, кого вижу. Алиночка, сделай шаг вперед. Дом маленький. Тебя называют, ты плачешь. Отчасти. Эмоциональная, она хорошо работает. Вот. Мне нравится, как она работает, как она развивается, поэтому я очень бы хотела видеть ее дальше. Если слезы будут всегда только отчасти, договорились? Номер 24, Бахарева Алина, которая сделала шаг. Она нам сразу очень понравилась своей точеной фигуркой, миниатюрная, лапочка такая, и она хорошо позирует, хорошо работает. Единственное, что это ростик, но ей всего 15 лет, и она еще, конечно, вырастет, вытянется, у нее есть такая задача. Я думаю, что у нее все получится, у нее есть будущее в моделинге, поэтому как скаут, вот, я сделала бы ставку на нее тоже. Дальше. Мне очень нравится номер 15 Миронова Наталья. Алина, ты шаг впереди пока оставь, да? Лицо. Мне здесь в девочке очень понравилось лицо. Может быть, нужно еще поработать с ее пластикой, но такие глазки широко поставленные, необычное лицо. Сразу на кастинге я ее увидела. И я думаю, что здесь есть над чем работать, и если она больше раскрепостится и будет работать телом, походкой, мы сможем ей это дать, то у нее тоже хорошие шансы в моделинге. Вот прошу обратить внимание на нее тоже. Номер 9. Перевозчикова Арина.
У Алины хорошая фактура, то есть то, что дала природа, природные данные. Хороший рост, лицо, осанка, волосы. Надо поработать над качеством кожи. То есть это прямо сильно выделяется. Тебе нужно этим заняться, прямо посоветоваться, может быть, с нашими специалистами. Первое. Второе. Ты очень ограничена в движениях. Ровненько стоишь, но ты не работаешь дальше. То есть нет пластики, которую бы очень хотелось увидеть. Ну и потом сама не раскрытая, нет такой харизмы, нет драйва, от тебя не чувствуется. Вот эти те минусы, с которыми можно поработать. Если у тебя это получится, то ты можешь дальше проходить в проекте. Если нет, если ты также останешься на этом уровне, то ты, возможно, через неделю снова будешь претенденткой на вылет. Лера, 19 номер, Ставицына. Лера у меня уже состоявшаяся модель, поэтому я не могу ее отметить, и я бы дала ей шанс дальше пройти еще и посмотреть, как она будет заниматься, развиваться. Номер 31, Воронкова Елизавета. Также отмечу хорошие данные, рост, классическое лицо, но совсем тебя нет, ну вот совсем не видно, нет от тебя такого настроя, какого-то положительного настроения. Ты очень вялая и очень-очень спокойная. Поэтому я думаю, что в основном это самый большой твой минус, самый заметный минус. Поэтому нужно стараться голосом, мимикой, жестами, в общем, добавлять всю себя, чтобы ты выражалась. Номер 25, Валеева Адиля. Мне понравилось здесь лицо. Много надо работать с тобой, потому что так как ты ходишь, двигаешься тоже, здесь очень много вопросов есть. И эмоциональная сторона тоже, ты пока одноплановая у меня. Но сейчас типаж твой рабочий, и вполне может получиться, что если ты научишься позировать, работать со своей внешностью, у тебя тоже есть неплохие шансы. Так, девочки, у меня номер 1, Ольга. Дальше, сейчас. Номер 5, Олина, Анастасия, Настя. Пардон. Так, чем мне понравилась Ольга? Мне понравилась она своей харизмой, да, и небольшой рост, но при этом, когда я работала с ней как фотограф с моделью, мне очень понравилась ее стабильность, то есть так называемый выхлоп. Когда я смотрела то, что получилось у нас в общей сложности на фотографиях, я не могу сказать, что там были плохие фотографии. То есть все кадры, которые я сделала, были хорошие. Ну вот для меня. Дальше. Настя. Настя для меня такая темная лошадка. Я хотела бы ее увидеть немного в другом ракурсе. Мне кажется, что у нее есть будущее, как у модели, но есть свои но. Дальше у меня 15 номер, Миронова Наталья. Так. Вот здесь вот Марина все сказала, и полностью совпадает мое мнение. 21 номер, Нестерова Татьяна. Мне немного не хватило огня того, который был на выборочном первом туре. И если ты его вернешь, я думаю, у тебя все может получиться, несмотря на рост. Так, 21, 24, Алина Бахарева. Присоединяюсь к Марине. 26-й, Алина Машинникова, пардон. Мне кажется, у тебя очень модельная внешность. Мне понравилось, опять-таки, работать с тобой как с моделью. Немножко не хватило мне разноплановости в позах, а так все отлично. То есть, в принципе, вот плохих тоже кадров не было. Ну, для меня, как для фотографа. Так, Лия Захарова. Обратили, вот мы с Мариной, когда ходила, и был этот вот последний взгляд, но он должен быть почти постоянный. Это постоянно должно быть удержание. Давай огня. Чуть-чуть еще больше.
И 32 номер Шаркина Алина. Спасибо. Я думаю, что труднее всего будет завершать. Первый. Не плачет, но мы будем плакать. Я бы отметила номера. 1. Мне понравилась интрига. Да, то, что ты пробросила именно вот этой фишкой, то есть ты дала крючок, ты дала зацепку. Когда совсем ровно, то есть в любом конкурсе вы должны чем-то зацепить жюри. Если вы такие классные, ровные, мягкие, это очень здорово для жизни, но это не очень хорошо для конкурса. Поэтому любой какой-то момент, который цепляет, он запоминается, он является триггером потом при повторных отборах. Плюс, мне кажется, конечно, софит очень светит в глаза, я не вижу, но на фотографии, мне кажется, достаточно фотогеничное лицо, правильные черты и почему? Да, ты умеешь работать с руками, умеешь дать цепляющий взгляд и подать себя. Очень важно подать себя и знать свои сильные черты. Да, сильные черты. Когда вас спрашивали, в чем ваша особенность, в чем ваша уникальность, это первое, что должны знать именно вы, не окружение, вы. Вы должны знать свой изюм, свою фишку и чем ты достойнее, чем твоя соперница. Следующее – это Олина Анастасия. Мне понравилась твоя уверенность во взгляде, ты четко знаешь, что ты хочешь, ты умеешь это подать, но немножечко, мне кажется, это одноплановая линия, нужно менять эмоции, потому что иногда она может быть слишком колючей. Перевозчикова Арина. Да, модельные данные, я думаю, да, абсолютно, но поработать тоже с кожей, потому что кожу не закрасишь, если и не дообработаешь, с ней нужно работать, это все такой этап легкий, проходимый. Каданцева Анастасия. Шаг делается, кого называют? Я выделила, что у тебя очень хорошая речь, что тебе прям актерский есть талант, ты хорошо владеешь своей мимикой, и у тебя есть классные эмоции, и это твоя отличительная особенность. Мне нравится. Миронова Наталья, номер 15. Ты похожа на Ванессу Паради, чем-то у тебя очень необычное лицо, и это тоже цепляет. Нужно поработать со стилем. Да, у меня отмечен стиль. Нужно прям поработать со стилем, и я бы, честно, это советовала прям всем, потому что с макияжем вы справились. Кто-то, конечно, борщинул, но в целом вы справились. А вот со стилем, кто в лес, то по дрова. Но стиль — это такая штука, которая не сразу вырабатывается, она приходит с опытом. И я думаю, что если вы посмотрите там на наш стиль в вашем возрасте, то тоже можно обнять и плакать иногда. Поэтому я бы тебя выделила, поработала со стилем. Очень уникальная внешность. 19 номер, Старинцева Валерия. Ты яркая, у тебя есть опыт, ты этим берешь. Но не мне судить, да, я не отношусь к модельному агентству, но я много работала с моделями. Иногда бывает сильный разлет в походке, да? Или нет? Ну, у них в походке тоже может быть индивидуальность. Да, ну вот, может быть, что-то этим цепляешь. Ты цепляешь своим опытом, да, и своей уверенностью. Но хочется чуть-чуть еще около эмоций каких-то. Может быть, мягкости иногда. Пахарева Алина. Так, видно, у меня написано, что волнуется. Очень волнуется, но плюс модельная внешность. А правильные тоже черты лица. Я сижу со стороны больше, наверное, внешних каких-то характеристик. Больше уверенности в себе, меньше волнения и всем вот прям больше искр в глазах. Так, 6, 7, 8. Валиева Адиля. Так, Валиева Адиля. У тебя тоже очень необычная внешность, но ты очень закрыта, зажата. Хочется прям раскачать, чтобы вот даже сейчас глаза горят, до этого глаза не горели. И Лолита. Так, 28 номер. Могу ошибиться в фамилии. Мне понравилось, что ты бодрая, экстраординарная, уверенная в себе. И у тебя есть разноплановость в творческом плане. И я никогда не слышала, что можно работать в инди-моделью. И мне кажется, тебе прям этот образ очень подходит. Ну,
Хочется, конечно, всем пожелать удачи. И, естественно, мужчины говорят меньше, чем женщины, поэтому будет речь короче, приготовьтесь. Дальше, значит, ну, конечно, вы все молодцы все равно. В любом случае, то есть, ту работу, которую вы провели, как себя настроили на этот этап жизненный, как вы смело это все сделали. Я вас просто не узнал. Вот в прошлый раз вы все пришли, были такие, как, наверное, цыплятки, да? Так правильно сказать. За исключением опытных там, да. А сейчас я смотрю, все это звезды практически. Я думаю, что в жизни вам это очень сильно поможет. И вообще молодцы все. У меня, значит, я выбирал так. То есть мне важно было, чтобы образ был, ну, по стилю, по подаче и по эмоциональности совпадало там, да. Если у кого-то сейчас я не назову, не обижайтесь, потому что, ну, это просто мое мнение так получилось в этот момент. Не хочу сказать, что переотвлекся, но тем не менее, как-то я, может, не досмотрел, постараемся в следующий раз досмотреть. Но у меня вот номер 1 Оля Шепталина, конечно. То есть вот с маской она меня, конечно, вообще сразу удивила. Да, далее, значит, Олина Анастасия, тоже достаточно такой образ был хороший. Вот очень многие совпали у нас с первой восьмеркой. Лялина Валерия, ой, она уже была выбрана. Каданцева Анастасия. У меня. Да, значит, Валеева Аделя. Вот нам очень понравилось, мы тут шептались мужчины еще с этим. Они между собой. Да. Ну, то есть образ и подача, то есть нам очень понравилось, и все совпало в нашем понимании, в моем понимании. Машинникова Алина. Вот хореограф, красный диплом и прочее, тут меня вообще это добило, и Овен еще в конце. Златопера Лолита. Златопера? Золотопера. Да, то, что снимаете видео, и действительно, то есть такая харизма и подача такая, то есть меня просто поразило. И вот Бахарева Алина. Да, мне понравилось. И Старицына Валерия. Все? Спасибо. Было очень тяжело. Да, все ближе и ближе вы к победе. Вы действительно все вообще очень большие молодцы, но, как сказала Дина правильно, да, стиль обнять и плакать. Работы, девчонки, очень много, и в этом ничего нет плохого, я вам уже об этом говорила. Это как мускулы нарабатывается, да, со временем, и вы обязательно с этим справитесь. Ну что, Оль, конечно же, ты у нас сегодня звезда. Твой шлем просто покорил наше сердце. Так что двигайся вперед. Только единственное, знаешь, вот я смотрю на тебя, когда ты улыбаешься, ты просто, ну ты потрясающая. Как только улыбка сходит с лица, такое ощущение, что ты просто такая побитая жизнью. Мне уже 20 лет и так далее. Там, вот это вот все. Поэтому улыбайся, тебе это очень идет, и это притягивает. Так, Настя. С твоим стилем очень надо работать. Он такой, знаешь, провинциальный, я тебе уже об этом говорила, потому что ты можешь больше. Вот, обязательно будем с этим работать. У тебя есть своя индивидуальность, и это очень круто, но это нужно развивать просто современной интерпретацией. Не буду долго вас мучить. Что у нас еще идет у меня? Валерия. Несмотря на то, что я даже не знала, что ты там у нас международник и так далее, все классно, классическая внешность. Но знаешь, что мне не нравится? Как тоже Дина сказала, расхлябанность вот эту, да, такое ощущение, что очень какое-то пафосное, пренебрежительное еще даже немножко отношение, вот это отпугивает, это отталкивает, и я не выбрала тебя изначально, но поставила такую некую галочку. Немножко посвободнее, немножко попроще, да, приближеннее к людям на самом-то деле, и люди потянутся, знаешь такое выражение? Вот, на самом деле уверенность очень круто тоже играет на тебя. Кто еще? Так, Нестерова Татьяна. Тань. Респект за
пиджачок, да, жакетик первый, который у нас был, ты действительно молодец. Видела, девочки сегодня повторили, да, очень многие твой приемчик, это классно, молодец. Лия Захарова. Очень хорошенько, нравишься, прям вообще хорошо. Так, ну и всех вроде назвала. Настя Каданцева, да, мне называла? Да все классно, надо просто работать еще дополнительно, и все. Все будет хорошо. Дальше посмотрим. Это вот все мои топчики. Сергей. Я думал, проще на самом деле все будет. Особенно в первой сессии уже как будто все понял, а потом обратил внимание, что цепляет ваша энергия, ваше спич, выступление, и раскрывается каждая девочка по-другому. И вот тут, как говорится, красота иногда не внешняя даже, а изнутри идет. Вот это очень сильно чувствуется. Поэтому я не смогу, конечно, прокомментировать там кожу, руки, ноги там не буду, что сказать, я в этом смысле, но я внутренними своими ощущениями стараюсь никого не обидеть, но в любом случае спасибо за то, что вы все на этой площадке, что вы в проекте, это круто, это смело, и вот прямо прокачиваться надо именно так. Не бояться ничего, идти, только двигаться вперед. Итак, да. Я еще забыла Наталью Миронову. Очень люблю вот такие необычные внешности, такая эльфиечка, знаешь, но со стилем, конечно, тоже очень нужно работать. То есть у тебя портретная зона твоя, она потрясающая, нужно просто продолжить и все. Нет, я сейчас быстро. Так, я поддержу дополнительно Шаркину Алину, 32 номер. Я поддержу Валерию Старицыну, 19 номер. Машинникова Алина, 26 номер. Миронова Наталья, 15 номер. Швайцерман Екатерина, 17 номер. И Переводчикова Алина, 9 номер. Нестерова Татьяна, 21 номер. И Золотоперова Валита. Спасибо. Девочки, очень жаль, что придется с кем-то попрощаться сегодня. Может быть, на время, может быть, вы будете работать и дальше над собой, придете попробовать себя в следующий раз. В любом случае, у каждой из вас дальше будет свой путь, просто у кого-то, может быть, он не совсем про топ-модель, или про топ-модель, но немножечко попозже. В любом случае, вы уже все сейчас самые лучшие, но нам надо выбрать прям лучших из лучших. Поэтому, в общем, нам всем очень жаль, что количество участниц, конечно, у нас ограничено. Поэтому моя восьмерка, это, во-первых, это номер 1. Ольга Шептарина поддерживала коллег на тему интриги. Хочется увидеть, что вы нам дальше покажете, как дальше будете удивлять. Номер 9 Перевозчикова Арина. Да, очевидно, что у вас тоже есть очень серьезный потенциал. Надо много поработать над тоже над подачей, над походкой и так далее. В общем, я в этом плане Марину поддерживаю во всех словах. Далее номер 12 Сазонова Софья. Почему вы там? Почему так далеко? Софья, почему я вас сразу же тоже выбрала в свой изначальный список? Потому что вы одна из тех немногих девушек, кто смотрел всем жюри в глаза. На самой первоначальной проходке очень многим девочкам, это у многих был, в общем-то, минус, что вы смотрели вот куда-то туда. Это, может быть, работает, если у нас фэшн-показ, но у нас все-таки конкурс, где есть жюри, которые оценивают каждую из вас и выбирают. То есть от этого в какой-то степени зависит решение, да, по поводу того, придете ли вы дальше или нет. Софья, вы мне очень понравились, меня зацепили. Очень жаль, что у вас нет сейчас в первых рядах, но в любом случае желаю вам удачи. Ура! Миронова.
Наталья. Вам уже сказали много комплиментов сейчас. Я вас выбрала, потому что мне показалось, что вы прямо наслаждались своим выходом, вы прямо кайфовали, пока вот показывали нам, что вы себя представляете. Многим тоже это очень не хватало, молодец. Старицына Валерия, номер 19. Тоже такой коллег, что надо, наверное, немножечко как-то подсобрать походку. Ну, в любом случае, это просто некоторые усилия нужно приложить, и очевидно тоже, что у вас очень большой потенциал, большие перспективы в моделинге. Номер 21. Нестерова Татьяна. Ну, если честно, я признаюсь, что меня вот с самого кастинга вообще покорил ваш персонаж, можно так сказать. Вот. Я считаю, что этому конкурсу просто необходима вот эта вот ваша философия, чтобы мы ее могли донести для, может быть, многих девушек, которые будут смотреть этот проект дальше. Удачи! Бахарева Алина, номер 24. Тоже была очень такая правильненькая, женственная. Очень понравился ваш выход. В общем, вполне заслуженно, вы тоже стоите в первых рядах. И номер 26. Машинникова Алина. Алина, тоже очень понравилось, как вы подали себя, как вы играли на сцене, может быть, кокетничали как-то, может быть, иногда немножечко чересчур. Вот. Но, тем не менее, по-моему, тоже у вас был очень удачный выход. Так, спасибо вам, девушки, за сегодняшний прекрасный день. Очень сложно передать те эмоции, которые царят на съемочной площадке. Я чувствовала себя одной из участниц, также переживала и расстраивалась как девушки. Немного грустно, что мои ожидания не совпали с тем, что происходит сейчас. Но я надеюсь, что у меня все получится. И я благодарна жюри за то, что они сделали для нас. Я благодарна всем девочкам за то, что у нас здесь была просто великолепная атмосфера, дружеская. И я желаю всем удачи. Что ты вообще делаешь, не плачешь? Если потом это все смонтируем, конечно. Ну что, шоу закончилось, можно выдохнуть. Поделись впечатлениями. На самом деле я стояла, у меня тряслись ноги, руки, я очень сильно переживала, я думала, что все, это конец, я стояла, плакала, я не знала, что делать дальше, я безумно всем благодарна, всем жюри, которые за меня проголосовали и оставили в проекте. У меня просто опять слезы, я так счастлива, спасибо всем большое. А о чем ты думала в минуты, когда еще было не решено? Будешь ли ты участвовать дальше в проекте? О чем были твои мысли? У меня были смешанные ощущения, то есть я, получается, подсознательно знала, что меня, возможно, все-таки выберут, потому что я надеялась на это, но когда, все-таки как-то я себя, может быть, даже неправильно, негативно настроила, потому что вот, я так не так сказала, меня сейчас не возьмут. Было очень тяжело думать, на самом деле, об этом всем. Я рада, что ты прошла, и желаю тебе удачи. Спасибо большое. Каково это, когда тебе говорят, что ты не проходишь? Ну, обидно. Вообще, я очень надеялась на жюри, потому что я старалась как-то с ними контактировать, взаимодействовать. Очень надеялась на Ольгу. Ну, мне Ольга просто подходит, вот, так сказать, по темпераменту, возможно. Во мне тоже есть какой-то такой огонь. Возможно, я его не особо продемонстрировала. Но я старалась и, в общем, надеялась на жюри, но бывает такое. И как думаешь, что тебе помешало? Возможно, мое стеснение какое-то, нераскованность. Может быть, я не показала тот образ, который планировала показать. Не показала саму себя, прям настоящую. Завершишь ли ты карьеру или будешь еще делать попытки и пробовать себя? Нет, я, конечно же, не буду останавливаться. Я знаю, что это мое. Я хочу двигаться вперед в этом плане.
Мне очень нравится и фотографироваться, быть лицом, так сказать, чего-либо. Мне нравится эта вот сфера. Я буду двигаться дальше, конечно. Буду развиваться, буду как-то себя, может быть, менять. Я готова на перемены, но буду стремиться. Я рада, что ты не поставишь крест и будешь пробовать. Наконец. В сегодняшнем голосовании участвовали также наши эксперты, партнеры проекта. Одной из выбывших девушек учредили специальный приз от массажного салона «Мечта Бьюти». Девушки предложили стать лицом массажного салона. Также свои комментарии дали жюри проекта. Девочки, которых мы не выбрали, и на это есть несколько причин. Например, 12 номер Софья. Она достаточно подходящая по параметрам именно как модель. Высокая, четкие черты лица, но абсолютно не было самопрезентации. То есть ты, когда выбираешь, делаешь выбор между всеми девочками, ты вспоминаешь те моменты, которые тебя цепляли. К сожалению, из ее выступления, из ее самопрезентации я не смогла ничего запомнить. И когда Полина в качестве жюри выступала, говорит, что она смотрела всем судьям в глаза, это является основным фактором, я бы не сказала, потому что даже этот взгляд я не смогла зацепить, когда не было первичного вот этого триггера, который бы тебя удержал. У некоторых девочек я не отметила, потому что были допущены те ошибки, которые, например, я говорила на мастер-классе. Образно, что у нас у каждого есть свой уровень контрастности, и не всегда для момента самопрезентации нужно делать какие-то боевые раскрасы и надевать все лучшее сразу. К сожалению, это наблюдалось у некоторых участниц, и поэтому я не сделала выбор в эту пользу, потому что стиль, который не перекликался с человеком, макияж, который не перекликался с человеком, он больше оттолкнул, чем раскрыл собственную индивидуальность. И в целом были закрыты, неуверенные, не смогли выявить свои сильные черты, но хотелось бы им пожелать, чтобы именно это в себе прокачали. Потому что важно делать самопрезентацию в любой сфере. Неважно, будете вы участвовать в модельных выборах или в конкурсе красоты, фитнес, бикини, устраиваться на работу, писать резюме, вы должны знать четко свои выгодные качества. Некоторые девочки выбрали в качестве необычного образа абсолютно все лучшее сразу. То есть все мои рекомендации, которые я давала, они утрировали, и просто получился очень такой салат, борщ. Поэтому и наши мнения разделились. Я, конечно, оценивала с точки зрения стиля, и мне показалось, что они не соответствовали своему индивидуальному видению и своему индивидуальному стилю. 17 номер. Ну, казалось, что вот она должна выйти в финал, там вроде, но не все судьи поддержали, не все эксперты поддержали почему-то данного кандидата, хотя мне показалось, что она очень энергичная, открытые глаза и какое выражение интересно, она передавала вот такую яркую энергию, и мне казалось, точно она выйдет в финал. Но вот, к сожалению, не всегда, видимо, еще нужны какие-то дополнительные параметры, чтобы вот войти все-таки в топ-20 вот сегодня, поэтому эта девочка сегодня выбывает, но от меня вот ей такая поддержка. Кому-то чего-то не хватило, кому-то не хватило в подаче, кому-то в презентации перед жюри, кому-то в походке. Обязательно мой критерий был — это девочки, которые смотрят в глаза жюри, а не в какую-то абстрактную точку на заднем фоне. Это было очень важно, потому что все-таки это конкурс, где жюри решает, что будет с участницей дальше. Софья была одна из них, и у нее к тому же был очень интересный типаж. И, к сожалению, остальные жюри со мной не согласились, и она не прошла дальше. Номер 25 Аделя. Мне очень понравилась. Она интересное у нее лицо, мне кажется, но ей не хватило образа какого-то, поддержания интересного образа для жюри. Они ее не заметили, не увидели. Потом она была слишком спокойная и не раскрылась. Если бы ей дали больше времени, возможно, у нее получилось бы это сделать. Жалко мне очень, что выбыла у нас из проекта номер 12 Софья, это моя девочка, но
в данном случае, мне кажется, что для ее роста это плюс, потому что она должна найти себя, она должна найти свой образ, чтобы прийти с новыми силами. Не увидели жюри в ней состоявшуюся гармоничную какую-то личность. Она немного... образ ее какой-то несобранный, разрозненный. То, как она одевается, как она ведет и как она выглядит, не собирается в общей картинке. И, соответственно, она не может отработать этот свой образ, потому что не нашла себя. Ей нужно... Она может быть очень яркой. И я надеюсь, что она переборет сейчас вот свои... вернее, даже не переборет, а она эти эмоции дадут ей возможность вырасти. Всегда вот такой проигрыш, наверное, даже больше влияет на рост, чем выигрыш. Девочки, которые выиграли, они радуются сейчас, но те, кто выбыл, они гораздо больше получили в итоге для своего роста. Такой пинок. Вполне вероятно, что те, кто сейчас были под вопросом, они будут трястись от этого и сделают гораздо больше тех, кто прошел сразу же в первом же этапе. У них больше фору для этого, они будут больше стараться, они будут больше вкладываться. Поэтому то, что мы помучили их и дали возможность понервничать, это благодаря этому они вырастут у нас за неделю гораздо быстрее. Вот на это я надеюсь. Им стоит шагать дальше, не бросать это дело, если они хотят быть моделями, если они хотят развиваться, они должны писать фотографам, больше сниматься, больше ходить, больше смотреть, работать над своим образом, кожей, фигурой и всем остальным, и просто не забрасывать это дело. И я думаю, что у всех, у каждой девушки это получится. Уважаемые телезрители, всю неделю в соцсетях проекта «Топ-модель Удмуртия» проходило голосование за всех участниц. Благодаря вам кто-то из девушек в скором будущем сможет вернуться на проект. А тех, кто остался с нами, ждет неделя новых занятий, испытаний, волнений и классных моментов. Встретимся с вами ровно через неделю в 20:00 на канале СТС Ижевск.